Эти 13 гамминаторов были изъяты сотрудниками полиции в одном из подпольных салонов Якутска. Все игровые автоматы обречены быть раздавленными под гусеницами бульдозера. Вместе с ними будут раздавлены и мечты некоторых якутских индивидуальных предпринимателей разбогатеть на пристрастии горожан к игромании. Последним хозяином 8 автоматов являлся некий директор ООО «Стрейдер» Никифоров, который 11 ноября 2012 года постановлением мирового судьи города Якутска признан виновным в совершении правонарушения, незаконной организации и проведении азартных игр и был оштрафован на 30 тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования. Остальные 5 механических грабителей решением городского суда были признаны бесхозными и обращены в собственность государства. Все средства, которые собственники вложили в это имущество, в одно мгновение превратились в груду мусора. Сегодня, как вы видели, происходило уничтожение той продукции, которая была изъята из оборота. Это игровые автоматы в количестве 13 штук, также около 500 DVD-дисков контрафактных, а также сигареты, которые были изъяты в ходе проверки органами внутренних дел и службы судебных приставов. Данная акция проводится не впервые. Мы регулярно такие мероприятия проводим. До этого мы уничтожали и алкогольную продукцию. В целом по республике было уничтожено около 6 тысяч наименований и бутылок алкогольной продукции не только в городе Якутске, но и в других регионах нашей республики. Что касается игровых автоматов, для нас это впервые. До этого мы не проводили таких мероприятий, но совместно со службой судебных приставов, которые этим занимаются, органов внутренних дел, данная работа будет проводиться и далее. С выхода в 2006 году закона об игорном бизнесе в нашей республике развернулась нешуточная борьба с предприимчивыми гражданами, которые все же умудряются устанавливать автоматы. Следует отметить разнообразие игорного оборудования, подлежащего конфискации. Это и так называемые игровые аппараты и системные блоки с мониторами, системные платы к игровым аппаратам, игровое оборудование, покерные столы, фишки. Не стоит забывать и о том, что за каждым аппаратом стоят десятки искалеченных судеб.